Здравствуйте, в эфире телеканала «Итоги дня», в студии Кристина Якупова. Коротко о темах вечернего выпуска. Более 4000 мер социальной поддержки оказано детям участников специальной военной операции в республике. Правительство Якутии отчиталось перед жителями города Якутска. В столице построят трехэтажный пристрой лечебно-реабилитационного центра Республиканской больницы номер 3. В Ленске продолжается программа переселения жителей из аварийных домов. В Якутске определили сильнейших спортсменов Дальнего Востока по настольному теннису. Глава Якутии провел заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции. Айсан Николаев отметил, что серьезное внимание необходимо уделять профилактике коррупции. Работу необходимо проводить совместными усилиями власти и общества. Этому должна способствовать четкая реализация антикоррупционных задач, которые поставлены сейчас президентом страны перед органами государственной власти и местного самоуправления. Также глава Якутии подчеркнул важность участия в антикоррупционной деятельности организаций. Как пример, глава региона привел участие в данной работе Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». В преддверии Международного женского дня глава Якутии Айсан Николаев провел встречу с женщинами, которые по долгу службы и в качестве волонтеров помогают участникам специальной военной операции и их семьям. В разговоре с женщинами-волонтерами глава рассказал, какие меры принимаются в республике по поддержке военнослужащих. По мнению Айсана Николаева, сегодня как никогда важно объединиться, чтобы те, кто защищает Родину, мирных граждан России на поле боя, чувствовали не только заботу государства, но и поддержку общества. Представители волонтерских организаций Якутии, оказывающих помощь участникам СВО и их семьям, отметили, что в республике созданы все необходимые условия для работы добровольческих общественных организаций. Работала в течение месяца в Хабаровске, Уссурийске и Владивостоке. Хочется сказать, что вся основа работы была поддержана представительством. И это была огромная помощь. Мы работали вплотную с ранеными, не только с ребятами представительства Республики Саха-Якутия, но со всеми, кто был в тот период, момент с ранеными. И в этот момент, конечно, основная работа шла на волонтеров. Не будь вот этих девочек, работа, наверное, бы абсолютно была не видна. То есть вот эта непосредственность, первая помощь, когда человек оказывается вдали от Родины, абсолютно один. В республике продолжаются меры поддержки семьям мобилизованных граждан. Так, в исполнении главы Якутии Айсана Николаева Министерство образования и науки реализует меры поддержки. Об этом заявила Виктория Захарова, заместитель министра образования и науки республики. На 7 марта 2023 года Министерством образования и науки Республики Саха-Якутия оказано 4102 меры социальной поддержки семьям военнослужащих. 1136 детей освобождены от платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми, осваивающих образовательные программы в дошкольных учреждениях. 1170 обучающихся от 5 до 11 классов получают бесплатное питание в общеобразовательных организациях. 1341 принятых решений о предоставлении бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря. Принято 122 положительных решения по заключению договоров о целевом обучении в системе среднего профессионального образования и высшего образования. Выплачиваются 333 повышенные стипендии обучающимся в высших учебных заведениях и средних профессиональных образовательных организациях, в том числе уволенных с военной службы. Управляющая отделением социального фонда Марина Герман навестила родителей участника специальной военной операции, которые проживают в селе Хамагатта Намского района. Встреча прошла в теплой домашней обстановке. Сын Альбины и Леонида Семеновых был мобилизован в сентябре прошлого года. Ответственный, дисциплинированный, настоящий профессионал своего дела. Так отзываются коллеги о своем работнике. На данном предприятии Семен работает водителем 17 лет. За время работы он выполнял все самые трудные поездки в отдаленные районы.
Коллеги выразили огромную благодарность за воспитание сына, отметили, что испытывают чувство гордости за коллегу, проявившего профессионализм и мужество. Отделение социального фонда не первый раз уделяет большое внимание поддержке семьям мобилизованных. С начала специальной военной операции представители ведомства неоднократно оказывают материальную помощь, интересуются их нуждами, помогают в разрешении отдельных проблемных вопросов. А сегодня они поздравили маму военнослужащего с праздником весны. Альбина Семенова, в свою очередь, выразила большую благодарность коллегам своего сына, а также администрациям Наслега и района, со стороны которых чувствуется особое внимание, поддержка и забота. Для нас сейчас очень важно продолжать поддерживать и, конечно же, верить и надеяться, что мир наступит на земле, все вернутся наши. В преддверии 8 марта хотелось бы поздравить самых сильных женщин сейчас России, самых сильных женщин Якутии, которые с надеждой и верой, и то, что будет все мир на земле. Отчет правительства перед населением прошел в столице республики. Жители Якутска и пригородов получили развернутые ответы на вопросы о развитии города, о больших проектах, таких как ликвидация ветхого и аварийного жилья, квартальной застройки, строительство качественных и безопасных дорог. На отчете правительства в столице побывали и мои коллеги. В течение месяца члены правительства республики проводили публичные отчеты работы органов государственной власти во всех районах Якутии. Финальным стал отчет в столице. Якутск является важнейшим экономическим и социальным центром не только республиканского, но и дальневосточного масштаба. Да, сегодня очень важно нам тоже понять и показать пути движения сегодня развития столицы. Это очень важно, потому что мы большие планы делаем в развитии города. Для нас город сегодня важный и в целях социального развития, и вообще будущего, что тут будет дальше и как будем жить. На отчет правительства в Якутске собрался полный зал горожан, а жители пригородов подключились по видеосвязи. За более чем 3 часа работы от жителей столицы поступило 38 вопросов и муниципального, и республиканского, и даже федерального уровня. Что отметил, поменялся характер вопросов. Да? Если раньше больше было таких бытовых вопросов, сейчас, допустим, ставили вопрос о строительстве детской школы искусств, да, в каждом микрорайоне, там, домов культуры. То есть потребность уже меняется, да. Ну и, конечно, пригороды, потому что пригородам надо там водоотведение, берегоукрепление, вопросы ЖКХ. То есть в целом я считаю, что действительно правительство уделяет огромное внимание городу Якутску. Как я в отчете сказал, 19 миллиардов рублей. С федерального и регионального бюджета при бюджете города 30 миллиардов – это огромная поддержка. В прошлом году был подписан указ главы республики о развитии города Якутска до 2032 года. В указе отражены все сферы и направления, по которым должна вестись работа развития столицы. От ликвидации ветхого и аварийного жилья до обеспечения горожан качественными и безопасными дорогами. По сути дела, у нас сегодня состоялся отчет по первому году реализации указа. Хотелось отметить то, что в 2022 году был разработан правительством комплексный план реализации указа главы республики о развитии города Якутска 2032 года. Внимание правительства к городу и его проблемам и задачам вполне объяснимо. Якутск является столицей, лицом республики, и во многом развитие города отражает и развитие Якутии в целом. Александр Хавренко, Алексей Степанов, Джилус Иннокентьев, Якутск. Медицинские чаты для помощи пациентам начали работать в Якутии. Жители республики могут связаться с медорганизациями для справочных вопросов и обращений в мессенджере Telegram в рамках федерального проекта «Здравконтроль». Подробнее о том, какие вопросы можно задать и в целом, как будет работать чат, расскажет Светлана Амосова. С 1 марта жители Якутии могут воспользоваться прямым каналом коммуникации с медицинскими организациями. Повысить качество и доступность медпомощи призван новый федеральный проект «Здравконтроль». Сам проект подразумевает создание чата, где работают профильные специалисты, где любой гражданин может задать определенные вопросы касаемо его здоровья или организации медицинской помощи. В регионе заработали 2 медчата – Якутск-здоровье и Саха-здоровье. В чат Саха-здоровья подключены все медорганизации, кроме тех, что территориально находятся в Якутске. Медорганизации столицы республики будут отвечать на обращения в чате Якутск-здоровье. Писать в медчаты Телеграма можно с понедельника по субботу с 8 утра до 8 вечера. На вопросы отвечает незапрограммированный бот, а сами специалисты
специалисты с медицинских организаций. В чате есть определенные правила. Во-первых, человек, который задает вопрос, он должен представиться. Потом он должен указать наименование медицинской организации, по работе которой возникли у него вопросы. Только в этом случае будет дан конкретный, исчерпывающий ответ со стороны медицинской организации. Вопросы могут быть связаны с записью к врачу, вызовом врача на дом, получением льготных лекарств, нарушением этики и деонтологии. Но в чатах нельзя будет получить консультацию по лечению и назначению лекарственных препаратов, работе скорой помощи, вопросам экстренной госпитализации и постановки диагноза. В каждом чате 4 типа участника: органы исполнительной власти, представители медицинской организации, модераторы и пациенты. Ссылку на чаты «Якутск здоровье» и «Саха здоровье» вы можете узнать у регистратуры в поликлиниках, в средствах массовой информации или на сайте Министерства здравоохранения. Для нас же, для руководителей, это возможность проанализировать все обращения и создать эффективную меру работы для того, чтобы не допустить образования так называемых жалоб по оказанию медицинских услуг, ну и, конечно же, выстроить эффективную работу для оперативного решения вопросов. Как отметила министр здравоохранения республики Лена Афанасьева, медчаты – это современный и удобный формат работы, который позволяет решать проблемы пациентов в максимально короткие сроки. Светлана Амосова, Илья Сыромятников, Якутск. В Якутске торжественно забили сваю нового корпуса лечебно-реабилитационного центра. Пристрой будет соединен с основным зданием центра. Детали узнавала Надежда Саханская. Лечебно-реабилитационный центр работает в составе Республиканской клинической больницы номер 3 с 1998 года. В нем пациенты проходят второй этап реабилитации после инсульта, инфаркта миокарда и коронавируса. В лечебно-реабилитационном центре используются специальные методы восстановления и лечения. Работает опытная мультидисциплинарная бригада врачей и специалистов, применяется современное оборудование. Последние годы тут проходит лечение ежегодно 1400-1600 пациентов. 80% наших пациентов пожилого возраста, 70%, 80% маломобильные, носилочные пациенты. Строительство второго корпуса лечебно-реабилитационного центра обусловлено тем, что даже открытие новых онкодиспансера и кардиоцентра в республике не смогут закрыть потребности якутян в получении высококачественной медицинской помощи именно по реабилитации. Безусловно, такое событие – большое торжество для медицинского персонала. Казалось бы, небольшой объект, но он такой долгожданный, он такой значимый, и столько лет он был так необходим. И когда эти чаяния, эти запросы встретили поддержку и в этом году получили финансирование по распоряжению главы нашей республики Айсена Сергеевича Николаева, мы с огромным удовольствием и с большим счастьем и теплотой в душе сегодня устанавливаем первую сваю этого очень важного и нужного объекта. Одним из важнейших элементов будущего пристроя станет наличие лифтов в лечебно-реабилитационном центре, чтобы пациенты, которые проходят реабилитацию после перенесенного инсульта, инфаркта или ковида, могли без труда подниматься на второй и третий этажи. Начиная с 2011 года, когда пошли пациенты с инсультами и инфарктами, было очень тяжело, трудно было всем, но особенно младшему медицинскому персоналу, среднему медицинскому персоналу, рабочим, всем, потому что приходилось это делать нашим сотрудникам на руках, на своих плечах. Они выдержали, и теперь остается совсем немного времени выдержать, и будет лифт с осени этого года. Собственно, именно к этому устаревшему морально и физически зданию пристроит новое помещение, которое будет включать в себя несколько десятков коек для пациентов, которые нуждаются в реабилитации, а также лифты, которые облегчат работу медицинского персонала и, собственно, нахождение пациентов в будущем здании. Новое начало выглядит именно так. Вот она, первая свая, торжественно установленная сегодня, 7 марта. Надежда Саханская, Григорий Охлопков, Якутск. Сейчас мы прервемся на рекламу, после чего продолжим говорить о самых заметных событиях.
Мы продолжаем выпуск новостей. Программа переселения жителей из аварийных домов в новые благоустроенные квартиры продолжается. Накануне ключи от новой квартиры в новостройке Ленска получила Людмила Наумова. Женщина довольна новой квартирой и с удовольствием пригласила нашу съемочную группу осмотреть с ней новые владения. Новостройка по улице Портовская, 25 только начинает заселяться. Около дома совсем пока пусто. Практически нет автомобилей на парковке и редко встретишь жителей. Людмила Николаевна одна из первых новоселов. Она получила ключи от новой квартиры вчера вечером. А сегодня с утра женщина отправилась осмотреть свои новые владения. Шикарная, хорошая кухня. Все, что требуется для женщины хорошая, была просторная, хорошая кухня. Светлая? Светлая, да. Квартира просторная, светлая, теплая, с хорошим косметическим ремонтом, новыми стеклопакетами и балконом. Оборудован и уложен кафелем санузел, установлен приборы учета, имеется электроплита и мойка на кухне. Нам очень понравилось. Я очень довольна этой квартирой. Трехкомнатная, на солнечной стороне, вид во двор, все в шаговой доступности. Я довольна. Квартира женщине была предоставлена равноценная той, что была. Уже сегодня Людмила Николаевна с сыном планирует начать здесь небольшой косметический ремонт. Все очень хорошо. Огромное спасибо строительной компании за то, что нам предоставили такую, как говорится, возможность получить теплую, хорошую, светлую квартиру. Более 30 лет Людмила с семьей проживала по улице Фурманова. Квартира, рассказывает женщина, там хорошая, и район устраивал. Но после 2 наводнений в доме стало холодно, и несколько лет они с мужем просто замерзали зимой. В новой квартире рады. Наконец-то будут жить в тепле. Программа переселения продолжается и дальше. В плане у нас в этом году тоже сдать 2 дома. Это 204 квартиры. Это за пищепромом. Там же мы начнем строительство в этом году еще 2 домов. Всего в плане у нас переселить 220 деревянных домов двухэтажных. Это 2579 квартир и, само собой, 2579 семей. В плановом порядке программа реализуется. В прошлом году была построена. В этом году мы заселяем, продолжаем заселять 3 дома. Это 360 квартир у нас сдали подрядчики. В середине марта состоится очередное вручение ключей от новостроек по улице Портовская, 25 и Рабочая, 1. Светлана Балеева, Александр Ильчук, Ленск. Уже стало хорошей традицией вручать паспорта 14-летним в торжественной обстановке, приуроченной к праздникам. Сегодня в центре «Мои документы» свои первые паспорта получили девушки из Якутска. На вручении им напомнили, что это их главный документ, и с его получением они обретают не только права, но и наделяются обязанностями. Также каждой девушке вручили памятные подарки от центра «Мои документы» и партнеров. Это мероприятие очень нравится нашим заявителям, ведь получение такого важного документа, как паспорт, в такой торжественной обстановке несет особое значение. Записаться можно при подаче заявления. 2023 год указом президента России Владимира Путина объявлен годом педагога и наставника. По всей стране запланированы масштабные мероприятия, которые демонстрируют важность профессии учителя и педагога. И сегодня мы познакомимся с ярким представителем этой профессии. Подробнее в материале Лидии Гасанбалаевой. В современном мире огромное количество разнообразных профессий. Некоторые из них появились совсем недавно, некоторые уже много лет назад. Одним из главных и уникальных является профессия учителя. Это человек, который необходим всем и каждому. Алла Афанасьевна – пример добросовестного и ответственного отношения к работе. Она уже много лет учит детей играть на фортепиано. Делает свою работу творчески и с любовью. Сама она родом из Якутии, всегда с теплотой вспоминает своих наставников и педагогов. Педагога, преподавателя фортепиано – очень большая специфика и редкая вообще специфика музыкального преподавания. Потому что в нашей профессии преподаватель имеет особое значение. Потому что обучение у нас индивидуальное. Мы занимаемся отдельно с каждым учеником. И со мной также занимались индивидуально. И поэтому вот такое тесное общение, личное общение приводит к тому, что мы очень сближаемся со своими учениками. И, конечно, педагог очень влияет таким образом, имеет большее влияние на своего ученика, чем это происходит в коллективе, в общеобразовательных школах. Любовь к искусству Алла Афанасьевна передает через поколение. Она училась у нашей героини более 10 лет назад, а сейчас уже водит своего ребенка к ней на занятия. Так как я сама училась у Аллы Афанасьевны, то и сына решила отдать обучаться к Алле Афанасьевне, так как она очень
грамотный, очень опытный педагог. Вот. Мы ее очень любим просто. Лёва хотел обучаться музыке. Вообще он с самого детства, вот там, как только научился говорить, он все время пел. У него очень хороший слух, музыкальный. Ну, в общем, очень музыкальный ребенок, поэтому у нас просто не было никаких сомнений. И мы уже сразу решили, что он пойдет в музыкальную школу. Профессия учителя является одновременно почетной и очень ответственной. И такие педагоги, как Алла Афанасьевна, могут служить примером для молодых учителей. Ведь за ее спиной много благодарных выпускников, которые достигли успеха в своей деятельности. Лидия Гасанбалаева, Владивосток. «У войны не женское лицо». Театральную постановку по мотивам этого известного документального произведения представили актеры театральной студии Ниренгринской гимназии номер 2. На спектакле побывала наша съемочная группа. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Это история о тех, кому пришлось сменить книги и куклы, платья и косы на гимнастерки и винтовки, штыки и пулеметы. Рассказы о том, через какие ужасы им пришлось пройти и как под их влиянием может измениться характер. Дети настолько вникли, вжились в эти роли, они настолько переживали. И хотелось показать через вот это вот все, через историю, которая уже была, чтобы не совершались ошибки сейчас, тем более сейчас у нас идет непростая ситуация в стране. И хотелось, чтобы вот дети все узнали, что женщины тоже воевали наравне с мужчинами, и очень много героев среди этих женщин. С первых минут постановки зритель погружается в атмосферу военного времени, а истории, рассказанные на сцене, заставляют в очередной раз задуматься о таких понятиях, как честь, любовь к родине и милосердие. Я в роли телефонистки. Для меня она очень близка, потому что, как по мне, она правда говорит то, что... Сейчас как бы сформулировать то, что надо быть на переднем крае, чтобы сражаться, а не сидеть и прятаться. Нужно сражаться и держать долг за родину, защищать ее. Поэтому она мне очень близка. Юные актеры школьной театральной студии так вжились в свои образы и эмоционально прожили свою роль на сцене, что среди зрителей не осталось никого равнодушными. Эмоции просто превышают предел. Я не думала, что в этих годах, уже в 2000-х, дети вообще немножечко другими стали. Телефоны, гаджеты. А мы только помним. Я росла на этих фильмах. Я с первых слов начала плакать. Молодцы, ребята. Молодцы, конечно. Постановщик молодец. Вообще молодцы. Одни слезы от радости, от чувства такого, знаете. Очень сложно, как вы считаете, ребятам удалось? Очень удалось. На это поколение можно рассчитывать. Впереди у ребят новые премьеры, новые постановки, поднимающие самые актуальные темы и проблемы современного общества. Иван Лазаренко, Захар Головин, Нерюнгри. Столица Якутии в очередной раз приняла сильнейших теннисистов Дальнего Востока. На этой неделе во Дворце спорта 50 лет Победы стартовал чемпионат федерального Дальневосточного округа среди юношей и девушек до 20 лет. Сегодня состоялись финальные матчи, по итогам которых определились победители и призеры. О чемпионах и ходе соревнований расскажет Валерия Номова. Оспорить медали первенства под сводами Дворца спорта 50 лет Победы собрались 112 мастеров ракетки, не старше 20 лет, представляющие 8 команд. Спортсмены соревновались в одиночном, парном, смешанном и командном разрядах. На данных спортивных мероприятиях присутствует 9 регионов Дальневосточного федерального округа. Даже приехали из Камчатки, несмотря на такую ситуацию, дорогие зрители. Отсутствует Чукотка и Еврейский автономный округ. Наибольшее количество медалей в свой актив записали теннисисты из Республики Бурятия. На их счету 19 наград. Якутяне же стали обладателями 7 медалей разного достоинства. Наилучший результат показала сборная команда юниоров. Они стали триумфаторами в своей категории и получили право представлять Якутию на первенстве России. Юноши у нас обыграли в начале Забайкалье, потом в финале обыграли сильную команду Приморского края с счетом 3-2. Мы надеялись, что ребята могут занять первое место. И это наше пожелание исполнилось.
Сформированная сборная представит Дальний Восток на всероссийской арене в Чебоксарах, где первенство страны пройдет с 3 по 10 апреля. Валерия Наумова, Илья Сыромятников, Якутск. На этом все. Наши корреспонденты продолжат следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем телеканале, не переключайтесь.